Моя малая родина – это город Талгар. Я живу и учусь в этом городе. Сейчас я бы хотела рассказать вам историю нашего города. Город Талгар – административный центр Талгарского района, раскинулся в юго-восточной части Заилийского Алатау, в межгорной Илийской долине на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Численность населения города Талгар составляет 48 107 человек. История Талгара, как утверждают археологи, уходит вглубь веков. Первые упоминания о городе появились в 982 году нашей эры, тогда он носил имя Талхис. В ту пору здесь проходил знаменитый Шелковый путь. По археологическим раскопкам удалось установить, что город начал формирование в 8-9 веках, и наиболее интенсивное его развитие пришлось на 10 и начало 13 века. Талхис или Талхир был крупным торговым и промышленным центром на правом берегу реки Талгар. Город был обнесен крепостной стеной, здесь работали базары, гончарные, кузнецы и ювелирные мастерские. Кроме того, раскопки показали, что жители города занимались землепашеством и скотоводством. После основания укрепления Верного, ныне Алматы, в феврале 1854 года по решению местных властей вокруг него было заложено несколько казачьих станиц для усиления восточных границ Российской империи: Надежинская, ныне Ясик, Любавинская, ныне Каскелен, и Софийская, ныне Талгар. В 1918 году станица Софийская переименована в село Мураево, а через год в станицу Талгар. Свято-Никольский храм – один из старейших православных храмов Семиречья. Он построен в станице Софийской в 1900 году по проекту прославленного архитектора Андрея Павловича Зенкова. Дома, хранящие в себе дух казачьей старины конца XIX – начала XX века, до сих пор украшают Талгар, напоминая его истории. Например, этому дому, принадлежащему когда-то семье атамана, около 150 лет. В советское время в нем располагался ЗАГС. Сейчас дом находится на балансе государства, пустует. Одно из старейших предприятий – Талгарский спиртовой завод – был основан в 1886 году купцом Никитой Яковлевичем Пугасовым. Это одно из немногих предприятий города, процветающих и работающих на полную мощность по сей день. По своим качественным характеристикам продукция предприятия превосходит аналоги как в Казахстане, так и за рубежом. Свой отпечаток в истории района оставили годы Великой Отечественной войны. В предвоенные годы в Талгаре формировался один из батальонов знаменитой 316-й стрелковой дивизии, впоследствии переименованной в 8-ю гвардейскую Панфиловскую. В настоящее время в Талгаре действует компания по производству полуфабрикатов «Барон Фуд», фабрика по изготовлению мебели из металла и пластмассы «Зета», фабрика по производству одежды «Глазман», Талгарский трикотажный комбинат, Талгарский кирпичный завод, опытно-экспериментальный завод «Зергер», фабрика «Казахстан Текстил Лайн» и другие мелкие предприятия. В городе имеется 10 средних школ, 5 детских садов, Казахско-турецкий лицей, профессиональный технический лицей номер 4, 5 колледжей, Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента – одно из старейших учебных заведений не только в Талгаре, но и во всей республике. Он был основан в 1918 году. Недавно колледж отметил вековой юбилей. Величие первозданной природы гор производит неизгладимое впечатление. Пик Талгара высотой в 4937 метров, который хорошо виден даже с Копчегайского водохранилища, пик Актау, Богатырь, ущелья Средний, Левый и Правый Талгар привлекают туристов и альпинистов не только из Казахстана, но и из других стран. Природное достояние Талгарского района или Алатауский государственный национальный природный парк. Здесь произрастают более 1000 видов растений. Животный мир охраняемой территории невероятно богат и разнообразен. 22 вида животных и 28 видов растений занесены в Красную книгу Казахстана. Река Талгар берет начало в Талгарском леднике, образуется слиянием рек Левый Талгар и Правый Талгар и впадает в Копчегайское водохранилище. Плотина, построенная на реке, трижды спасала город Талгар от разрушительных селевых потоков.
В экологически чистом районе Талгара расположен спортивно-оздоровительный горнолыжный курорт-отель «Акбулак», самый современный и многопрофильный курорт в Республике Казахстан, расположенный на высоте 1600 метров над уровнем моря у подножья гор Заилийского Алатау в Солдатском ущелье в 35 километров от города Алматы. В Акбулак проходили саммиты, проходят спортивные соревнования, универсиады, а также Акбулак является тренировочным лагерем по биатлону и боксу. За 30 лет независимости наш город стал процветающим, перспективным и развивающимся в разных направлениях. У жителей города Талгар, у молодого поколения, есть будущее, которое основано на стабильности нашей республики. Я очень люблю свой родной край, люблю его природу, величественные горы и придерживаюсь старой поговорки: где родился, там и пригодился. Буду учиться и работать на благо своей родины.